Друзья, всем привет! У нас сегодня перекрестное интервью. Даниил Донченко в правом углу, так говорят, в красном. И Фаниль Рафиков в синем углу. Вообще, изначально все это планировалось как раскрытие какого-то гнева между этими ребятами. Но после реалити-шоу, которое выйдет совсем скоро на YouTube-канале Найза, может быть, уже к моменту записи этого видео вышло, куда-то пропал весь гнев и ненависть между вами, хотя на самом деле было много чего сказано обоими. И хочется сегодня все это обсудить и, возможно, найти все-таки вот эти вот... Нить, может быть, знаешь, уже... Которую зацепиться можно. Да, фитиль. Не фаниль, а фитиль какой-то, который можно заново поджечь и сделать между вами крутой бой. Объясню, почему. Меня будет немного в этом видео, вот буквально последняя моя реплика, потом будут вопросы. Все-таки один чемпион Лиги Найза, второй чемпион Лиги Найза и Лиги Fight Nights, тоже обладатель титула. И хочется, чтобы был интересный, крутой и громкий бой. Мне кажется, что бой между вами таким может стать, но никогда вы дружите. ММА это не про дружбу. Давайте начнем с того момента, когда вы помирились, стали друзьями. Для меня это вообще какая-то новость. Как это случилось? Просто ты говорил «кучерявая башка». Ты писал что-то в комментариях и спорил с родственниками, я так понимаю, в Фаниле. С родственниками? Да, с родственниками. Серьезно? Серьезно. Я не знал, что... А, ты не знал Нет, этого? конечно. Как я должен узнать? Ну вот уже Фаниль занервничал. Это мы ждали. Не знаю почему. Да нет, ну как, у меня изначально, я же признался, что у меня изначально был к нему какой-то негатив. Потом сели, поговорили там, уже на проекте. Я просто не знал, что он настолько молод. Я думал, он, ну... 14 лет? Ну, он достаточно молодой. У нас 8 лет разбег с ним. Поэтому, спроецировал на себе, ну, типа, когда я был в его возрасте, я бы тоже, наверное, может, на некоторые вещи также реагировал бы. И просто, пообщавшись с ним, и появилась какая-то, появились общие человеческие какие-то... Точки взаимодействия. Да, точки взаимодействия, спасибо большое, с которой стали приятны. Но это не означает, что боя не будет. Просто, да, накал, может, какой-то пропал теперь. Но я, например, не говорил, что я драться с ним не буду. Сейчас, в этом году, скорее всего, нет. На следующий год подогреть хорошенько, без проблем, он защитит пояс. Мой бой удачно складется, и погнали, почему бы нет. Даниил, самое популярное выражение Фаниля за последние несколько месяцев — «кучерявая башка». Я понял, от чего это пошло, кстати. Это просто когда, я так предполагаю, это когда Найза выкладывали пост, и они делали, как искусственный интеллект делал, образ бойцов, мне сделали с такими длинными кучерявыми волосами. И поэтому, вообще это смешно на самом деле. Поэтому, это не обидно, я знаю, что, так нужно было, вот. Как сказали, да, мы когда пообщались, провели время вместе, как сказать, особенно это реалити, оно очень сильно сблизило. Вроде команда на команду, но по факту все равно мы как одна команда были. То есть мы вроде и соревновались, но вроде все равно, мы хотели, как Фаниль хотел, чтобы каждый из моих ребят в будущем себя зарекомендовал, подписал контракт, стал успешным бойцом, чтобы все получилось. Так и я хотел, чтобы из его команды ребята также, хорошо себя зарекомендовали и в будущем были крутыми бойцами. То есть, и шоу, на самом деле, объединило просто... Комментарий в Инстаграме — это одно, но когда ты общаешься с человеком, ты его чувствуешь, ты понимаешь, как он по факту на самом деле. И, как я говорил уже в интервью с Нурбеком, наша работа — драться. И даже если у нас не будет никакого негатива, даже если у нас есть максимальное уважение в будущем, как сказал Фаниль, не в этом году, в следующем, просто все будут знать, что все равно мы покажем очень крутой бой. Есть накал, нет накала, есть там драма, нету драмы. Когда мы выйдем, Фаниль тот боец, который делает шоу, и он... вы это все видели, когда он там дрался, он увидит концовку раунда, там кувыркнется, что-то еще сделает. То есть, шоу обеспечено в любом случае. То есть здесь вообще не нужно смотреть на какой-то накал страстей. Мы все равно будем драться до последнего и будем драться очень круто. Но, как я сказал, как Фаниль сказал, на данном этапе в этом году это, просто нам незачем, я так думаю, и лиге незачем, потому что у Фаниль есть крутой бой с Персом, у меня будет защита. Посмотрим, просто сейчас мы
вот так вот, как сказать, вдвоем загорелись и вдвоем идем. Если нас вот так двоих свести, то кто-то из нас, если я проиграю, там, я потухну. Если они проиграют, он чуть потухнет. И нам сейчас, типа, бои нельзя проигрывать. Поэтому зачем это делать сейчас, если можно еще больше хайпануть, еще больше провести интересных боев, громких боев фаниль. Я проведу боев, чтобы набраться еще больше опыта, еще лучше себе зарекомендовать, показать еще классные бои. И такой вот win-win и для нас, и для лиги. С точки зрения, да, лиги 2 актива лучше, чем 1. Да. Понимаешь? Вот все. С точки зрения лиги пассива вообще самое лучшее. Да, пассив. Какой пассив? Ты говоришь, 2 актива? Ну, 2 актива, которые приносят просмотры, приносят какую-никакую прибыль, это лучше, чем один человек будет тащить всю лигу. Вот Даниил только что сказал, что если он проиграет, это плохо, если ты проиграешь, это плохо. А ты тоже вот в своей голове такой сценарий просматриваешь? Или... Да нет, я сейчас живу настоящим на данный Я момент. думал, ты скажешь, нет, может проиграть только он. Нет, почему? Я сейчас живу настоящим. Есть бой, есть дата, и от этой даты я отскакиваю. Наверное, в его возрасте бы я, может, и заглядывал за спины других людей. Сейчас этого нет, потому что, у меня был такой опыт, и этот опыт не очень хороший. Поэтому живу настоящим. На следующий год нас соберешь здесь, когда будет конкретная дата, конкретный соперник в лице его, тогда я скажу, кто выиграет, а кто нет. Да, пока незачем, потому что... Скучно, он думал, сейчас конкретно. Нет, сейчас будет весело. Данил, будет весело. давай копнем Давай. все-таки в прошлое. Какие-то крючки расставим. Зачем ссорился с тетей Фанили? Я думаю, тетя. Да, как мы ссорились, я просто... Ты грубил ей, кстати, за взвешивание, да. Вот. Давай, извиняйся. Очень извиняюсь, я не хотел вам грубить. Ну, я не грубил, я просто обосновывал факты в моменте. Вот. А потом я как давал уже интервью, или не интервью, а просто обращение, когда меня очень сильно моментом бомбануло, то-то, так, типа, взвешенно. А потом я просто понял, что такой вот жизненный фактор. И я просто потом взял такую вот основу, что если брать, вот как я сказал, допустим, я смотрел на Америку, на UFC, если бы брать тот момент, что там бы за провалено взвешенно 2 раза уволили, но потом я взял тех же бойцов, допустим, из Америки, и просто если бы у них, я думаю, такая же ситуация складывалась бы, как у Фаниля, они бы сняли с боя, а он не снялся. То есть, если смотреть уже, если честно быть, вот так, по отношению к себе и к остальным, то, типа... да, конечно, это не прикольно, плохо, но если бы те же бойцы, они просто снялись бы, он не снялся, он вышел. А плюс еще штрафные санкции, которые я понес за них ответственность, поэтому, Ну и потом я переосмыслил 300 грамм, это не 2 килограмма. 280, да, 280. Он сам столкнулся с этим, поэтому, Вот, поэтому, да. все равно вышел уже, пожалуйста. Давай так, это тетя тебе сказала, мне хамят в комментариях, или ты Нет, я сам увидел, просматривал комментарии? Да, сам увидел. Блин, а как я хамил именно вот... Ну, что там спор, как хамить, спор, да, спор там просто. просто человек-то старше Саша, тебя, я же да, знаю, ты Инстаграм, там вот как-то видишь, молодец, извинился, все по кайфу. Ну, если люди Да. видели, так это... Нет, нормально. Мне кажется, к вашему бою просто Фаниль создаст еще фото тети и будет с тобой специально ругаться. Тетя на интервью такое. Не. А какой-то разговор у вас после этого был с тетей? Ну да, и я сказал, мы обязательно поговорим с Даниилом, решим этот вопрос. Понимаешь, и человек, понимаешь, он фанат мой, в любом случае. И также, если бы человек, он просто профиль там закрытый, если бы зашел, посмотрел, что это живой человек, может все быть, тоже... с Фанилем. Да, все фотки с Фанилем. Это один из самых таких преданных фанатов моих. Подключай тоже тетю к раскрутке Есть боев. там родственники? Тети будут в углу. Тети будут в углу. Да, это будет интересно. Да. Давайте поговорим про грядущие противостояния ваши. Хочется услышать, во-первых, что Даниил думает о персидском дагестанце, что ты думаешь о его первой защите. Начнем с твоего боя. Честно, вот мне, как фанату ММА, хочется больше смотреть ваш бой с Даниилом, чем бой с персидским дагестанцем. У парня рекорд 5-4, у Даниила рекорд 11-2, да? 10-2. 10-2. 10-2 лучше, чем 5-4.
Ну, не я выбирал. Ты знаешь, с кем я хотел побиться. И сейчас там какая-то смута началась, что мы там по весу не договорились. Я сказал, и в 75 мы готовы. Просто я слышал Камила Гаджиева где-то, он сказал, что мы по весу не договорились. Я, насколько, до меня информация дошла от Нурбека, он говорит, только 77. Но не было там 75 даже разговора, что они хотели в 77 килограмм. Ну и плюс там аэрокосмическая цена. И именно Марифа, наверное, всех как-то отпугнула. Ну, давайте будем трезвыми людьми. Ну и оценим, Миша, ты уже больше 10 лет крутишься в сфере ММА, а может и больше 15 лет, я не знаю, да, насколько точно. И когда человек не бьется в течение года, я думаю, его ценник, чуть-чуть должен быть более адекватней, чем они назвали сумму, да. Поэтому я думаю, даже ему такую сумму, и сам Камил не заплатит за его бой. Но отскакиваем от того, что есть. Я, как и говорил, да, должна медийная часть бойца соответствовать его бойцовским навыкам, качествам. Но в чем-то где-то, может, и он отстает, но за счет вот этого, то, что он очень в себе уверен, насколько я знаю, и сейчас он в Таиланде находится, там тоже наши ребята. И он действительно на серьезных шагах говорит, что он меня уронит. И это где-то меня мотивирует, потому что я уже сталкивался с таким, когда по цифрам, на бумаге я шел определенным фаворитом, но человек выходил и удивлял меня. После первого раунда у меня где-то, не то что бензин заканчивался, и плюс разница там в килограммах решала. Но это не факт. Я уже сталкивался с этим, поэтому я думаю, и мы с тобой знаем, что в ММА рекорды иногда мало что значат, на самом деле. Потому что бывают люди выходят там с 12 поражениями и там чуть-чуть больше у него побед, но такие бои закатывает. И, он хороший ударник, я не знаю насчет борцовской его техники. В принципе, неплохо себя показывал и в борьбе. Просто то, что, да, там проиграл он Брандау, но это тоже не показатель. Я думаю, максимально смотивированный приедет он сюда, если действительно приедет. Потому что сейчас он находится там на проекте, я не знаю, там уже на фото у него там шнобель больше, чем его голова, поэтому... не знаю, доедет, не доедет, но будем готовиться. А там уже видно будет. Персидский дагестанец лучше, чем Даниил Донченко? Нет, конечно. В бойцовской части. В бойцовской части, я думаю, что он просто обычный уличный драчун, который выходит и просто, дерется, и никакого плана, ничего, такого особенного нет. Просто его можно прочитать, можно под него подготовиться, сделать план, не вестись на его игру, вот и все. И я думаю, по прошлому бою Фаниля мы видели, как он хорошо подошел, какой был план. Если бы просто там не несколько ошибок Фаниля, он бы и первый, и второй раунд забрал, когда там якобы с небольшим преимуществом дал из-за борьбы. Но это чисто не потому, что Нариман навязал, потому что Фаниль ошибся. Я так считаю. Вот. Из-за этого он несколько раундов дал в боях первый, по-моему. Вот. И это показало этот бой, что у него хороший штаб, что они хорошо читают соперника, хорошо готовятся. Поэтому, я думаю, просто под него грамотную тактику, не вестись на его работу, и он сам уже поплывет. Тем более бой 5-раундовый. Он выдаст свой максимум первые полтора раунда. По формату боя, я думаю, 5 по 5. Да. Вроде 3. 3 по 5? Ладно, 3 по 5. Без разницы, короче, в каком раунде его ушатают. Я думаю, он после первых полтора раунда он свой максимум выдаст, и потом, у него ничего не останется. То есть, я как смотрел несколько моментов. Вот. Но все равно он будет лететь, будет драться, будет пытаться попасть, и, как правило, это такие неудобные соперники. И взять, будем честными, он медийно прокачанный, но не мешок. Будем действительно, это не человек без навыков, это не человек со стендапа, это не человек, который пришел из шоу-бизнеса. Это спортсмен, да, не скажу, что высококлассный, там, объективный. Я всегда честен со своей аудиторией. Бой даст. Я не скажу, что он там, грубо говоря, он там по всем навыкам КМСник. Но хороший КМСник такой. Но медийная часть, давайте будем честны, его больше знают, чем нас двоих с Даниилом. Поэтому нас троих взять, его больше знают. Твой аккаунт, мой аккаунт. Да, если плюсовать и ММА-вестник, у него подписчиков больше, чем с нами. Серьезно? А сколько? Да, у него под 600 тысяч или 500 чем-то. 535. Нет, 534 или... так, короче. Но все равно в общей сумме. Да. Накрут. В общем. Накрут. И плюс я так... его известность, исходит не только от бойцовских качеств, а от его каких-то поступков. Поэтому там вся семья у них медийная в этом плане. Поэтому как-то так.
Фаниль Рафиков в этом бою будет настолько же хорошо готов, как в бою с Нариманом Абасовым, потому что там у тебя была реально крутая форма, крутой лагерь прошел, или ты, понимая, с кем дерешься, просто в Алмате здесь подведешься спокойно? В сентябре улетаю на сборы. Все так же, как в прошлый раз. Серьезно, максимально серьезно подходим к лучшей версии его. А лучшая версия была как раз с Мурой Касымбаем. Я думаю, такой вот... И плюс-минус я такой бой вижу. Первую половину этого боя я вижу этот бой так, как он проводил с Мурой. Он будет убегать, скорее всего, вторым номером, лоу-кики вот эти непонятные. И по базе, насколько я знаю, он ушу-сандаист, а они славятся ударной техникой. Поэтому я думаю, он будет ждать, наверное, от меня какую-то борьбу. Но как-то так. Я вижу, что я буду максимально хороший. Поэтому ты едешь подтягивать ударку на осетинский сбор по борьбе? Нет, а почему? Ты не в курсе, что Осетия славится не только вольной борьбой, у них боксеры хорошие. И я был там в зале бокса, и кикбоксеры хорошие. И мы же не по вольной борьбе выступаем, мы ММА зал, там один из лучших. Поэтому я буду готовиться. Просто, это лагерь, в котором мне комфортно, а план уже будем там придумывать на бой. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Даниил, что по защите? Кто этот человек? Потому что, смотри, Фаниль сейчас будет драться с персидским дагестанцем. Магомед Кабардиев, твой друг, с которым ты драться не будешь. А кто тогда будет с тобой драться? Не третий же бой с Каныбеком? Нурбек сказал, что... Нурбек Агай, скажу правильно, я в Казахстане все-таки с уважением. Он сказал, что мне должны привезти какого-то бойца из-за границы, то есть, скорее всего, какой-то американец, образно, который дрался в UFC, у которого есть, который ветеран, можно сказать, UFC. Вначале мы рассматривали вариант с Макдеси, это у него 20 боев в UFC, он 2 последних просто проиграл, его уволили, и бой был бы нереально крутой, но он тоже попросил очень большие суммы, грубо говоря, которые просто, наверное, не объективно сейчас и не актуально ему платить за этот бой. Поэтому я общался с матчмейкером Жандарбеком, и он сказал, что сейчас разбирает варианты, что есть неплохие варианты, что скоро он мне даст знать. Поэтому я думаю, уже на этой, максимум на следующей неделе будет анонс. Поэтому, Жандарбек, торопись. На самом деле, мне... Кого выберут, я буду очень рад. Вес я готов сделать, все готов сделать. Просто очень хочу подраться и зарекомендовать себя еще лучше. Поэтому просто бывают такие соперники, которые, допустим, они могут тебе дать раскрыться в том плане, что они также будут с тобой драться. А есть такие соперники, которые будут избегать боя. Допустим, если взять последний бой Дамира в хардкоре, он дрался, да? Да. Соперник просто чисто сушил бой. Просто держал. У него не получалось. При этом он кулачник. Поэтому, при том, что он кулачник, да. Если, такой соперник будет, то это от меня не зависит. Я вроде и хочу, и это, но соперник не хочет. Поэтому, я надеюсь, Жандарбек найдет такого соперника, который поддержит мою игру. Нашу игру. Стойки, да, поднять. Стойки. В этом бою я хочу, кстати, просто все почему-то думают, что нет борьбы. Я просто хочу, может, удивить. Я хочу, может, это побороться, попробовать. Посмотрим, только побороться динамично, не просто, а с проходами добавить в свою игру. Посмотрим, может, я это покажу, потому что мне он вызовы бросает, что задушит меня во втором раунде. Да, кстати, я сегодня посмотрел видео. Видел? Гасанова. Одноклубник, да? Я сегодня видел, что он там говорит, Дончика, не Дончика, задушит его.
А пацан, да, рекорд у него 2-1, да, или 3. Вот Искандер, с вашего клуба Искандер, да? Правильно он говорит? Да, он вызов давал. Он написал, короче, в комментариях, типа... Аслан. Да, Аслан, он говорит, что... он сказал после Гран-при, типа, он говорит, сейчас после Гран-при так газуют, ой, до Гран-при так газуют, а после Гран-при скажут, вернемся сильнее, типа. Интересно. Смешно было. Поэтому хочу показать еще людям, что я развит во всех аспектах. Даниил будет владеть поясом в легком весе долго, как думаешь? Думаю, до меня. До прихода нашего боя, я думаю, будет владеть поясом. Но он хороший парень. И в плане спорта. У него бойцовские качества хорошие. И самое главное, у него характер чемпиона. Здесь чисто. У него характер чемпиона, и он бьется до конца. С Канабеком он это показал, то, что он находился в тяжелой ситуации. Кстати, он тоже мог отказаться от боя, да, 2 килограмма перевес был. Ну, и они обозначили там условия этого боя, но не отменяет того, что Канабек выходил за финишем, и он попадал, тяжелые удары попадал. Я комментировал этот бой. И, подачи очень сильные были. Выдержал, переломил. Я знал, что если вот этот тяжелый момент он переживет, сможет выйти, он закончит бой. Он сделал это. И предыдущий бой в Киргизии мне очень сильно понравился. И достойно воспринял поражение, что, никого не винил, тоже не говорил, что в промежуточном весе бились или еще. Принял, приехал к себе домой, там, в Тайгер Муай Тай, улучшил свои навыки и вернулся сильнее. Поэтому я думаю, с его отношением к тренировкам и отношением именно к нашей лиге, я так понял, что он хочет остаться здесь максимально долго. И он не видит эту лигу трамплином, он видит эту лигу как путь развития самого себя. Поэтому я думаю, до нашего боя он будет чемпионом. Когда сказал Фаниль, сейчас объективность, так разобраться, взять там другие лиги, типа One, что там еще есть, европейские лиги, там Арес, все остальное. То есть я сейчас на том уровне, что мне незачем, допустим, только мы видим там UFC образно, и туда стремимся, допустим. А остальные лиги нам по факту незачем. Я на таком, это уже на таком уровне, что мне незачем переходить в какую-то другую лигу ради денег или чего, потому что я уже и нормально получаю, и на хорошем счету, и лигу уважаю, лига меня уважает, поэтому мы видим только следующий этап — это переход в UFC. А пока до UFC мы растем, улучшаем свои навыки здесь, как сказал Нурбек. По факту эта лига меня отчасти вырастила. Когда я 2 года назад в сентябре пришел, грубо говоря, и сейчас сравнить, это 2 разных бойца. И все благодаря тому, что мне давали бои, мне хороший матчмейкинг давали. То есть это не были прям, не считая от одного боя, прям легкий был бой. Но все остальные бои это были грамотно подобранный матчмейкинг, где мы себя показывали, где не было явного преимущества. То есть и мы так постепенно шли вверх. Как твой медийный менеджер, когда Даниил говорит, что я нормально в лиге получаю, ты должен сказать, что в бою со мной получишь более нормально. Кроме гонорара, получишь люлей, да. Вот так. Поговорили о бое Фаниля с Нариманом, немножко поговорили о твоем бое с Канабеком, но хочется поговорить не только о хороших вещах. Когда ты смотрел бой Фаниля с Нариманом, какие ты увидел у Фаниля все-таки слабые стороны? И ваш бой, если будет, действительно этого ждут, потому что 2 ярких парня, которые дерутся в лиге Найза, у которых есть пояса, этот бой хотят увидеть зрители. Если не так, то напишите об этом в комментариях, но я уверен, что вы со мной солидарны. Как надо побеждать Фаниля Рафикова, судя по бою с Нариманом Аббасовым? Хороший вопрос. Надо подумать. Просто есть определенные ошибки, которые выплыли с одним соперником. Не факт, что они выплывут с другим соперником. Мы достаточно стилистически разные. И Нариман был таким, более сказать, удобным соперником для Фаниля. Вообще он более удобный, потому что Нариман, у него есть большое имя, опыт, но как по мне, его стиль на данный момент чуть-чуть он устарел, если так брать, он на контендер проиграл, то есть там у ребят уже чуть-чуть усовершенствуют, то есть они и руками, и ногами, и коленями, и локтями. Нариман он больше просто с рук идет вперед, налетает, грубо говоря, и он выиграл, много с борцами работал, он сам невысокий, хорошую защиту он проходил и контрил, и из-за этого он темпом брал.
Ну, это я про Наримана рассказывал. В общем, да, скажу про Фаниль. Я хотел сказать, что просто его ошибки могут не выпасть со мной. Но я просто думаю, что в этом бою он реально очень круто показал. И там буквально несколько ошибок. Это просто... Некоторые были потому, что он просто хотел показать шоу. Вот, из-за этого ошибался. И некоторые ошибки это чисто, как сказать... Ну, он расслабился в моменте. Там, в первом раунде из-за этого он пропустил борьбу, короче. Но если побеждать, нужно забирать спину, и Фаниль это знает. Вот, у Фаниль нужно забирать спину, если так говорить, как ему нужно побеждать. Вот. Фаниль, ты смотрел бой Даниила с Бокс слабый. Слабый бокс. И я ему уже говорил, что нужно работать над своим боксом, потому что он очень много пропускает урона. В плане того, что... Я не говорю, что у меня такой же мощный удар, как у Канбека. Я и сам на жопе побывал от Канбека. Поэтому бокс, и я не думаю... Я знаю, что он очень хорошо борется. И у меня нету таких мышиных движений. Кстати, он у нас тренировался в зале. Мышиных? Ну, мышиных. Вот бывают же мышиные движения в зале. Нет, мышиные движения в зале. Я объясняю, подожди. Он приходил к нам в зал, и с ним работали молодые парни. Я тоже потом мог подходить и спрашивать, как он? Такого у меня нету. Он пришел, и я считаю, что когда он приходит к нам человек, даже потенциально будущий соперник, он наш гость. Поэтому с ним поработали, и все, что остается в зале, остается в зале. Поэтому слабые стороны, бокс и, в принципе, молодость. Где-то тоже торопится, в принципе. Я человек богатый опытом, как и хорошим, так и плохим. Поэтому буду побеждать на опыте. Так. Потом по камерам посмотрят. Нет, спасибо всем ребятам, спасибо Эдуарду Газу за то, что приняли, за то, что, так сказать, давали тренировки, так сказать, не загоняли меня, потому что я только начинал, и вообще я там уже на разминке ушел, потому что я там очень много веса набрал. Но спасибо ребятам за то, что они пытались там как-то травмировать, все четко работали. Где-то спрашивали, там я делился своим каким-то маленьким опытом. Также и он помог нашим ребятам. У нас в Таиланд пацаны поехали, он договорился с Аятом, переговорил, поэтому, нормальные отношения у нас. Да. Но это не мешает тому, что рано или поздно мы с ним встретимся. Да. Поэтому я в зале с ним не работаю. Да, мы не работали друг с другом. А как ты говоришь, кот Леопольд? Нет. Вот. Окей, смотри, если этот бой будет в легком весе, то очевидно, что пояс Даниила будет на кону. Ты свой пояс поставишь, объединенный, или... Да, конечно. Вот, не потому, что там к нему какое-то хорошее отношение, а потому что, это будет честно. В первую очередь, это будет честно. Во-вторых, он, думаю, на следующий год будет более медийный, чем сейчас на данный момент. Реалити. Плюс, да, после реалити, после своей титульной защиты, даст Бог защитит. Но меня ждет будущий бой, и я думаю, уже после этого боя медийно мы чуть-чуть вырастем еще больше. Поэтому, чтобы равноценно было, в его позиции, я-то хочу забрать его пояс, я поставлю свой пояс на кон. Вот все. Кто в каком углу будет выходить, мы на камень, ножницы, бумага. Да. Нет, почему нет? Мы же идем за чемпионом на ИЗы. Я так понял, что чисто символически я ставлю пояс. Он заберет его без проблем, но Без проблем заберет, да? Нет, я говорю, без проблем отдам в случае поражения. А я проигрывать не собираюсь. Это лучше. Это уже почувствовали неуверенность в твоих словах. Я просто живу настоящую. Сейчас мне, надо с другим соперником драться. А то, что сейчас я говорю, в следующем году показания могут поменяться, шучу. Но, поставлю пояс. При этом ты не уверен в себе. При этом ты не ставишь пояс в бою с персидским дагестанцем. Я не знаю. Я так понял, что это просто один из больших медийных боев. И он первый бой проводит, залетает в лигу. Думаю, просто главный бой вечера. А там, конечно, давайте будем объективными, спортивные его достижения не позволяют ему биться за пояс. Но он говорит, что там депортировать меня собирается.
Мы будем биться за визу, короче, за присутствие в нашей стране, я так понял. Это наиболее главное. Но он себе что-то напридумал. Он, наверное, думает, что он работает в какой-то организации, что может меня куда-то депортировать. На какой-то остров еще. Просто гражданина вроде нельзя депортировать. Да, я не знаю. Я говорю, вы неправильно информируют этого человека, поэтому либо что-то юзает, поэтому наркотики зло, не надо. Ты как вообще оцениваешь? Ну, давай. В общем, я сразу просто пока не потерял мысль. Я думаю, что им должны тоже поставить пояс на кон. Я уже там написал где-то в комментариях. То есть это пояс, грубо говоря, тот такой, типа гангстер, там драки, везде такой нарванный. Ну и Фаниль тоже гангстер, в принципе. Все гангстеры. Как уже говорили, типа вот на бой там Фанили должны были раньше, типа как этот пояс BMW ввести еще на бой с Нариманом, но ввели объединенный пояс. Вот я сейчас думаю, что на вот этот бой как раз можно ввести вот этот гангстерский пояс, типа. И это будет интересно. То есть, когда просто main event, типа, это все, конечно, круто, интересно, но для зрителя это прям... Даже афиша будет не так выглядеть, короче. А если вот ведут просто вот такой новый пояс, там, не знаю, Я тогда новый пояс поставлю на кон, чтобы тем не рисковать. Я просто тоже на перспективу думаю, что вот этот пояс взять. Ну, в общем, и вот как раз либо медиа, либо BMF, это было бы реально интересно. Вот просто даже если просто раскрутку в Инстаграме представить простую афишу, типа, когда Фаниль против Перса, и, грубо говоря, Фаниль против Перса, и вот здесь, типа, пояс. Ну, ты уже знаешь, столько поясов, это как будто какой-то Танос собирает. Кольца. Ради ванили придумать. Да. Наверное, не знаю. Ну, мы-то все знаем, какой нужен пояс. Самый настоящий пояс вот сидит у него, действительно, который котируется, поэтому... и мой котируется. Как ты оцениваешь, вот как раз про котировки, как ты оцениваешь пояс Фаниля? Насколько это вообще значимая история, или это пояс все-таки не настоящий? Я считаю, этот пояс, он котируется, все четко. Просто я не считаю, что он котируется, допустим, в легком весе, потому что там 71 килограмм был образом. Но это реальный пояс, реальный там чемпион объединенных лиг. Тот бывший чемпион Файнанса, Фаниль бывший чемпион. И вот они склеснулись, выиграли этот пояс, решили, кто круче, грубо говоря, чья лига круче, чей чемпион был круче. И вот поэтому это котируется тоже, но свой пояс я считаю чуть лучше. Ну, я должен был так сказать. Ну и ты согласен. Че? У Данила пояс чуть круче. Ну, для моего наследия, я же про свое наследие говорю, я считаю, что, мой пояс, он круче. Почему? Почему? Сейчас Вот мы и нашли камень раздора. Объясню почему. Потому что, Нариман оставил пояс, он не проигрывал. И для меня, в первую очередь, ты сам знаешь, я даже не знал цифру своего гонорара. Я в первую очередь шел, за именем, и плюс это был приятный бонус, вот этот вот пояс. И для моего наследия, для моего напоминания, каждое утро я просыпаюсь, я знаю, что я победил Наримана. И насколько я знаю, он до сих пор просит реванш. Пусть ходит побитый, покажет. А дальше посмотрим. Я, кстати, сказал, что вот он есть камень раздора, конечно же, яблоко раздора, либо камень преткновения. На всякий случай там что-нибудь подрежу. Ладно, шутка пусть останется в истории. Окей, в целом, есть ли какие-то у вас вопросы друг к другу? У тебя есть что спросить у Фаниля? Когда на Пхукет? Кстати, нет, не собираюсь. Почему? Потому что я был уже в 2016-м, когда ты был очень маленький. И не пошло, не моя страна, прикинь. Тогда маленький Данил увидел твои тренировки, такой, я буду самого маленького. Однажды я его в зале. Я тогда тренировался, кстати, с Алексом Волконовским, Хукер был в тот момент. Это первый, наверное, состав такой, который был. Я думал, ты скажешь Дон Фрай, Дэн Хендерсон, Рэнди Кутюр. Нет, те люди, которые до сих пор бьются, но на тот момент они только начинали свою карьеру. Просто не пошло, поэтому на данный момент не собираюсь. И не от того, что ты там тренируешься, либо еще что-то. Просто не климатит. Даже в октаву мне тяжело было. У меня то ли аллергия на солнце пошло, то ли кожа как-то реагировала. Вот, из-за этого. Можно справку сделать, что аллергия на солнце. И в полной тренировке есть. Да. Ты только что раскрыл его план, но у него нету прав. Да, у меня нет прав. Видит сильно. Тогда тебе точно целый, а там они не нужны. Да, конечно, посмотрим. Лучше в Осетии. У тебя есть какой-то вопрос к Данилу? Хочешь жить в Казахстане? Я так понял. Тебе понравилось тут? Хочешь ли остаться на ПМЖ?
В общем, в Казахстане реально круто. Мне очень нравится. Ну, поеду на Пхукет. Ну, поеду на Пхукет. Ну, короче, здесь на самом деле прикольно, потому что все напоминает так отчасти тоже о доме. Алмата очень похожа на Киев, не считая гор. Вот. И... Ну, я просто очень... Во-первых, я холод вообще не люблю. Я реально от этого отвык. Я очень давно зим не видел прям таких холодных. Я прям это очень не люблю. И здесь очень тяжело, на самом деле, вот... держать, я понимаю, ребят, которые там вес не делают, еще что-то. Очень тяжело, здесь тяжелее намного держать дисциплину. Реально намного тяжелее, потому что, во-первых, очень вкусная еда, ее много, и она вся такая калорийная, жирная, ее хочется. Во-вторых, даже вот момент там добираться на тренировки, это вообще неудобно. То есть это не так, как на Пхукете. На байк прыгнул, 5 минут, зашел в зал. В зале сколько хочешь побыл там времени и обратно. Здесь, как всегда, уже какие-то такие моменты появляются, туда надо. И это создает такую вот как небольшую суету, которая отвлекает. Потому что когда я на Пхукете, я 100% в процессе. Я ни о чем не думаю. Просто я нахожусь в этом процессе от начала и до конца. И от этого кайфую. То есть у меня ничего нету, кроме тренировок. И из-за этого... Вот я выберу Пхукет. Но в Казахстане очень круто. Я бы здесь проводил все лето. Вообще с большим удовольствием. Пока тепло, я бы был бы здесь. И так прошло все лето. Да, и так прошло, в принципе, 2 месяца лета с 6, в принципе, октября до 17 У августа. тебя вопрос есть, Миш? Нет, я задавал вопросы по ходу нашего так называемого перекрестного интервью, если ты не заметил. Да. Поэтому Ты я вообще думаю, что- обещал больше не отсвечивать, но почему-то отсвечу. Нет, вопросы, я же говорил, буду задавать. Вот. Надо же как-то было свести вас. Вот мы начнем уже камень преткновения. Чей пояс круче? Да? Вот. И хорошо, что вы помирились по поводу тети. Мой пояс круче. По поводу тети, да. Друзья, во-первых, пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть этот бой Даниил Донченко против Фаниля Райфкова. На кону 2 пояса. Во-вторых, пишите, какой все-таки пояс круче, объединенный пояс Найзы и Fight Nights или пояс чемпиона в легком весе. Также ждем боя Фаниля Райфкова против Мухаммада Хейбати. Бой А пройдет. перекрестное интервью будет у нас с ним? Ну, если он заранее придет, можно. Да, Ну, вообще, приедет, что? я думаю, что он чисто под бой прилетит, его высадят, вот вы подеретесь, он улетит. Скорее всего. Онлайн проходить будет. Да. Скорее всего, в самолете. В самолете. Мы весе. Там, знаешь, девушка с тележкой будет идти, там весы на ней. Просили. Кроме того, ждите защиту титула Даниила Донченко. Совсем скоро будет известно имя соперника и дата боя. Надеемся, совсем скоро. Все эти бои вы можете увидеть, обсудить, про них поговорить в наших социальных сетях. Это и наш ТикТок, и наш Инстаграм, и наш YouTube-канал, на котором вы сейчас смотрите это видео. Кроме того, не забывайте про наш сайт Найза ТВ. Там можно смотреть прямые трансляции всех турниров. Спасибо. Ребят, реально, я вот жду ваш бой. Я жду ваш бой. Мне он намного интересней, чем Да, бой ты я знаю, ты... с персом и бой с человеком, которого я пока не знаю. Возможно, кто-то будет интересный, но... Ну, чуть подождешь. Жду ваш бой. 2025-го. И что я еще скажу, что важно. Мне кажется, на одном бое между Даниилом и Фанилем не закончится. Возможно, будет дулогия, возможно, трилогия. Это интересная история. Четверология. Квадро называется. Квадрология. Или пенталогия. Фаниль просто говорит все слова умные, которые знают. Ждем все эти бои. Всем спасибо. Всем пока. Ну, пента же 5, если ты не в курсе. Диез. Дед. Найза Кэмп Реалити! Ах, вас 16 бойцов будут тренироваться под руководством 2 чемпионов Фаниль Рафиковым и Даниилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналына көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте сегодня. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.